при первой пощечине, при первом синяке. И таким образом, значит, если она оставалась в отношениях, я позволю себе предположить, что она имела от этого какую-то выгоду. Возникает вопрос, любила ли она Куандыка? Вот любила ли она его? Я оставлю этот вопрос открытым. Меня никогда не интересовали чужие семейные дрязги, но здесь дело шире, чем просто семейные дрязги. Вот так вот самое. Вот у меня состоялся диалог с ней. Вот я как-то, слушай, Салтанат, говорю, если вы не можете жить друг с другом, оставьте друг друга в покое. Вот так вот. Ты же вот постоянно говоришь, что ты уеду в Павлодар. Ну, давай тогда я тебя отвезу в Павлодар. Я, правда, после операции был. Вот так, отвезу в Павлодар. Она мне что ответила? Что, я дура, что ли? Говорит, у меня есть квартира, говорит. У меня есть муж, который меня обеспечивает. У меня есть ресторан, говорит. Вот. Я был ошарашен вот ее ответом. Вот. А я говорю, а где же, говорю, семейный уют? Ведь семейный уют зависит от женщины. Женщина создает семейный уют. Говорит. А где, говорю, любовь, ласка, говорю, вот так вот. Где забота о муже? Ведь за мужем надо, он же добытчик, он же тебя содержит, слушайте. Вот. А где же это все? Она говорит, ну, она мне еще сказала, а что я, по Павлодаре я там никому не нужна. День и ночь, сидя вот и на процессе, и дома, я каждый день, каждый час молюсь, сижу, что вот Аллах дал, во-первых, прощение моему сыну, нам дал, чтобы он смилостивился, чтобы он дал я надеюсь, что он, да, он, сын мой, виновен, и он сожалеет об этом. Вот его действия привели вот к такому трагическому концу. И я хочу вот милосердия у судей, у присяжных, у людей. Я хочу, вот, судья все-таки дал ему наказание, соизмеримое вот тому, что он сделал, а не вот этот вот весь груз, который мы, вот, общество наше накрутило, накинуло из-за того, что он когда-то был чиновником, из-за того, что он когда-то был, не знаю, вот, мне кажется, вот из-за фамилии его, наверное. Вот то, что вот все знают нашу фамилию. Все знают. Но я знаю, что он всегда, везде, и даже будучи госчиновником, он всегда работал ответственно, справедливо и честно. И мне очень больно то, что произошло. Умысел – это одна из форм вины. Подготовка преступления, подготовка – ключевое слово, да, с осознанием его общественно опасных последствий, заранее обдуманный умысел. То есть, по логике, если человек заранее обдумывает преступление, связанное с убийством, он, наверное, думает, как ликвидировать тело, как это сделать не в публичном месте, где еще и камеры есть, а где-то, ну там, не знаю, в лесу, в гараже, там, на квартире. Если это совершалось при большой проходимости народа, без заметания вот этих вот главнейших улик, это говорит явно, на мой взгляд, в пользу того, что это неумышленное событие, неумышленное убийство. Я в этом абсолютно убеждена. Дальше вот сегодня довольно долго шел допрос гадалки. Вообще звучит, конечно, ужасно, то есть допрос гадалки, да. Но тем не менее из этого допроса вот я лично, как слушатель, да, процесс открытый, я могу смотреть, судить, размышлять об этом. И что я вынесла? На что я сегодня вот обратила внимание при допросе гадалки?
Допрос длился очень долго, он был насыщенным, она, конечно, всячески себя выгораживала. В этом деле вообще очень много людей проявляют трусость колоссальную. Я обратила внимание, прям записала цитату, то есть мы одновременно записывали видео, на камеру нам разрешили. И я в зале, где шла трансляция с большого экрана, и сидели журналисты, тоже это фиксировала. И вот она говорит, он плакал, то плачет, то молчит, то кричит. То есть вот посмотрим, да, эти три чередования. То плачет, то молчит, то кричит. То есть из этого даже обычный человек, ну вот представьте картину, мужчина взрослый плачет, потом молчит, то есть он в неком ступоре находится, а потом он кричит. Это означает, что его эмоциональная реакция была зашкаливающей. В этот момент он сам ужаснулся тому, что сделал. Если человек планирует преступление, он действует рассудочно, холодно, обдуманно, и у него крайне сложно такие вот реакции увидеть гиперэмоциональные. Суд – это состязание прежде всего. То есть состязание, и у любого человека, хоть он убийца, хоть он кто, у него есть гражданские права. И пока не доказано обратное, нужно относиться с пониманием и пытаться беспристрастно. Трудно быть беспристрастными. Да? Но мы вот знаем, что судья, например, исключила из числа присяжных заседателей людей, у которых были сыновья, потому что они могли узреть там что-то. Или, например, я такое читала, что родственники, 3 родственников было, они могли, сговорившись, что-то тоже как-то повернуть. То есть мне в этой ситуации очень понравилось беспристрастное, очень взвешенное, я считаю, очень высокопрофессиональное действие судьи. И я, вот как зритель в процессе, чувствую, что у нее нет предубеждения, она старается быть максимально, мне так показалось, максимально объективной. И она делала замечания обеим сторонам, когда нарушался процесс. Вы видели, когда происходили какие-то моменты хамства. Или вот сегодня прозвучало, что одни и те же вопросы сторона обвинения задавала по 10 раз, и судья, я не дословно цитирую, но вот как я это для себя вынесла, мы видеоцитату тоже найдем, что вы затягиваете процесс, задаете одни и те же вопросы, такое ощущение, что вам нравится. Да? За недословную цитату я прошу извинения сразу же, но смысл я передаю этой цитаты. Это говорит о том, что все-таки состязательность присутствует. И вот, на мой взгляд, большая ошибка была то, что вы все эти месяцы находились в тени, не заявляли о своей гражданской позиции, общались с той степенью активности, например, с которой это делала потерпевшая сторона. И произошел существенный перекос именно в сторону негативную и в сторону обвинительную. Дальше, вот гадалка сегодня свидетельница, да, вот свидетельница, которую допрашивали, и ей задают вопрос, а какой был голос, да, у Куандыка, то есть вот когда он говорил. И она говорит, голос вначале был обычный, а потом он стал хрипеть. Уточняющий вопрос, а как он стал хрипеть? Он, вот знаете, она говорит, как будто он прокуренный, но вы меня извините, человек не может прокурить голос за несколько часов, как бы прокуривается десятилетиями. Поэтому то, что она вкладывает со своим, там, скажем, знанием русского языка, на котором она говорила, и со своими нюансами, она говорит о том, что голос стал резко хриплым. Вот мы на секунду остановимся и подумаем, а что означают эти слова свидетельницы? Для меня это означает одно, что человек вначале говорил, а потом в паузах между этими звонками к гадалке он мог кричать, плакать, орать. Вот я, как лектор профессиональный, тоже могу сказать, что когда ты голос натрудишь, он начинает сипеть, хрипеть. То есть, когда человек орет, кричит и плачет, у него натрескиваются просто голосовые связки. И с моей точки зрения, если у него голос захрипел потом, да, когда он в последующие разы с ней разговаривал, ее же не заставляли это говорить, она это сама сказала. Это говорит о том, что Куандык тяжелейшим образом переживал случившееся, что для него это был шок. Он находился в шоковом состоянии. Это человек, который, как я поняла, орал, молился, постоянно спрашивал, она будет жить, она будет жить. То есть люди, которые планируют убийство, с моей точки зрения, с моей частной точки зрения, так себя не ведут. Вы любите вашего сына?
Я очень его люблю. Я очень его люблю. Мы гордимся им, всегда восхищались им. Ну, вот так вот получилось. Мы даже с папой не можем понять, почему вот так случилось. Не был он жестоким, никогда не был жестоким. С детства, в юношестве, даже когда работал, он очень ответственный человек был. Он очень справедливый всегда человек. А Куандык хороший сын? Хороший сын. А что он хороший делал сын. для вас как сын? Он заботился о нас. Это всегда было так. Мы всегда чувствовали его заботу. Вот года 3 назад папа сильно заболел. Он нашел врачей. Вот мы смогли папу показать, вылечить. Он всегда беспокоился о нас. Ну, не знаю, мы его даже, когда он в Астане был, он решил, что мы уже взрослые люди, что нам нужна его забота, что мы должны быть рядом. И он даже так смог так сделать, чтобы мы жили в одном доме, в одном подъезде, рядом, чтобы мы всегда были у него перед глазами. Все-таки мы взрослые люди, болеем. Мой след... То, что он вмешивался в их жизнь, это бросалось в глаза. Вот даже тот случай, как он разбил всю их квартиру и так далее, бросался на детей и так далее. Потом Салтанат в беседе со мной говорила, вот он всегда следит за мной, вот так отслеживает меня и так далее. Вот, понимаете? Вот. А как он следит? Ну как, по геолокации. Это ее слова. Мы можем сделать какой-то более или менее объективный вывод о том, что он препятствовал отношениям Куандыка с Салтанат, или мы так не можем утверждать? Он где-то говорил, что я все равно его убью. Вот. Да, даже вот в деле, в деле по следствию этому, как говорить, Он Салтанат в этом пишет. деле, когда изучали его телефон, исследовали Айтбека, то там было написано, что отец у меня маньяк, я маньяк, и я его убью, Куандыка. Это его слова, это вот он в переписке Салтанат, это вот так. Это он на суде писал. зачитывалось? Это зачитывалось на суде. А этому придали какое-то значение? Ну, он объяснил, когда наш адвокат спрашивал, что такое маньяк, он говорит, вы не в том смысле поняли это слово. Маньяк – это, значит, заточен на своем деле. Вот так вот он написал. Угу. Свои слова. Ну, Но это были его слова. Это... Там были конкретно слова «я его все равно убил»? Да, я его А в какой убил. день вы это рассматривали? Это когда было? Это мы давно или вот это было недели 2, вот в начале процесса. И как отреагировал суд на это? Ну, я не знаю, На суде это не прозвучало даже? Это прозвучало. Он сам зачитывал открывал телефон и сам зачитывал свою переписку с Салтанат. Это вот после 21-го, то, что произошло 21 марта ночью, она ему пишет, ты зачем лезешь, ты почему вмешиваешься, это я сама виновата, это я сама его довела, ты знаешь, что я могу любого довести. И вот он пишет там, тоже и отвечает там. Это Салтанат говорил, я могу любого довести? Да, вот в этой переписке есть. И вот он отвечает, говорит, я сам маньяк, отец у меня маньяк, я маньяк, я его убью. А что вы имеете в виду? А что имелось в виду отец маньяк? О чем речь? Я не знаю, о чем речь. Когда его спросили об этом, он сказал, вы слово маньяк поняли не в том смысле. Сейчас вопрос. Есть какая-то информация, вот мелькала, о том, что нездоров отец? Он как-то... это мы не... За все эти... Я прошу прощения у всего общества. Вот. Прошу прощения, прошу милосердия, прошу милости, прошу справедливого приговора. Я надеюсь на справедливый суд. И я верю в справедливый суд. Я верю в милосердие. В милость и милосердие. Я молюсь вот так вот, прошу Всевышнего дать милость и милосердие. Милость и милосердие моему сыну.
успокойся.